Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Расстрелял квартиру из-за обиды. Завершено расследование уголовного дела по обвинению 26-летнего парня из Усялданского района. Его обвиняют в хулиганстве, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также умышленном повреждении чужого имущества. На данный момент известно, что утром 29 ноября прошлого года пьяный мужчина был в арендованной квартире в селе Барагонцы. Сидя за столом на кухне, он вдруг вспомнил былую обиду от знакомой девушки, что показалось ему неприятным, и, используя данный аргумент в качестве повода, он стал палить из гладкоствольного охотничьего ружья МР-155 в потолок, стену, входную дверь квартиры. Позже в ходе осмотра следователи установили, что мужчина произвел 64 выстрела. Жительница соседней квартиры вызвала сотрудников полиции, которые, прибыв на место происшествия, из-за закрытой входной двери потребовали прекратить стрельбу. Однако он, не угомонившись, 20 раз выстрелил и в их сторону. При этом мужчина заявил, что при попытке проникновения полицейских в квартиру он будет стрелять на поражение. После продолжительных переговоров стрелок был обезврежен. В участке он дал показания об обстоятельствах совершенного преступления. На начальной стадии следствия мужчина частично признавал вину, однако позже воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Тем временем нерюнгринские полицейские раскрыли кражу портмоне. Выяснилось, что подозреваемый 26-летний местный житель, возвращаясь домой пьяным, увидел на лестничной площадке спящего мужчину, который также сильно пьян. Молодой человек решил проверить, нет ли при нем чего ценного. В кармане брюк он обнаружил портмоне, в котором находилось около 1000 рублей и банковские карты. Подозреваемый забрал все это и отправился домой. Обнаружив, что одна из карт оснащена функцией бесконтактной оплаты, он на следующий день расплатился ею в магазине за покупку алкоголя и продуктов питания на сумму более 6000 рублей. Говоря о происшествиях за пределами республики, жестокое обращение с ребенком в Москве. Так жительницу столицы, которая держала свою 5-летнюю дочь в захламленной квартире без воды и еды, ограничили в родительских правах. Такое решение принял Головинский суд. Ограничена, но не лишена. Это значит, у женщины есть шанс вернуть ребенка. Подробности в следующем материале. Права понятны? Да. Мать девочки Ирина Горащенко по видеосвязи из следственного изолятора. Категорически против видеосъемки и требует, чтобы журналисты покинули зал. Она сидит в самом дальнем углу, чтобы скрыть лицо от камер. Я заявляла ходатайство о неправомерном проведении съемки в момент оглашения медицинского заключения. Это нарушение наших прав. Изначально опека хотела лишить Ирину родительских прав, но после того, как она прошла экспертизу в Институте Сербского, требования изменили. Эксперты выяснили, Ирина страдает хроническим расстройством психики. Представляет опасность для себя и окружающих, но эта болезнь излечима. Поэтому шанс на исправление женщине дали. Если Ирина докажет опеке, что может быть хорошей матерью, ребенка ей вернут. Сегодня суд решил ограничить ее в родительских правах, взыскать алименты, девочку передать под защиту органов соцопеки. С таким решением сама Ирина согласилась. На суде она рассказала, что отец отказался от дочери, когда ей было 4 месяца. Она воспитывает Любу одна, якобы поэтому ей приходилось оставлять девочку без присмотра. А почему шла съемка, если было написано ходатайство? 5-летнюю Любу нашли 10 марта в заваленной мусором квартире на Ленинградском шоссе без воды и еды. Полицейских вызвали соседи. Девочка не говорила, в ее шею вросла резинка для волос. На кадрах из квартиры видно, что мусор скопился до уровня подоконников. Любу госпитализировали, а ее мать задержали. В больнице девочке поставили диагноз анорексия и гнойный отит. Сейчас Люба находится в реабилитационном центре и идет на поправку. Известно, что 3 родственников этой семьи заявили, что готовы взять на себя ее дальнейшую опеку. Это родная тетя, двоюродный дедушка и жена двоюродного дяди. Свою вину женщина по-прежнему не признает. По ее версии, она была хорошей мамой, а беспорядок в квартире якобы подстроили. Но показания свидетелей говорят об обратном. Ирине Горащенко грозит до 15 лет лишения свободы по тяжкой статье «Покушение на убийство». Наталья Владимирова, Александр Шедевр и Дарья Рассказова. Новости 360. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.